Салям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, вечером по средам в прямом эфире программы АТР, программа «Крымский вопрос» в прямом эфире телеканала АТР. И наш сегодняшний гость, очень важный человек в нынешней ситуации особенно. Почему вы сейчас поймете, это уполномоченный по правам человека, или, короче говоря, омбудсмен Верховной Рады Украины. Человек, который отвечает, в общем-то, за защиту прав человека в Украине. Ее зовут Валерия Лутковская. Здравствуйте. Добрый вечер. Я думаю, что, в принципе, вы знакомы, потому что, Валерия, вы же давно уже работаете в этой должности. Да, с 2012 года. С 2012 года. И, наверное, вы единственный человек, который вообще так долго работает в нынешней системе власти. Ну, думаю, да. Вы все пережили, и помните все, и Майдан помните, и по дальнейшему, как события развивались. И, в общем, так получается, что сейчас ваша работа, она во многом, наверное, работа международная. Получается так. Да, международная очень большая составляющая в нашей работе. При этом не только потому, что нужно проинформировать международные организации относительно того, что происходит в Украине и на неподконтрольной Украине территории, но еще и потому, что у Украины есть определенного рода амбиции, в том числе в части развития международного права. Например, я для себя выяснила, что не существует международного стандарта, который бы регулировал, как должен действовать омбудсмен вот в уникальной ситуации, которая сложилась, например, в связи с Крымом. Там остались граждане Украины. Я должна, и это мой мандат, это моя обязанность. Вы должны ехать и обслуживать их интересы, грубо говоря. Конечно. Да. Но я не могу. Я могу приехать на территорию Крыма, но я не могу исполнять свои обязанности. Кто будет слушать меня? Кто откроет мне двери следственного изолятора, чтобы я пришла и посмотрела, какие там условия? Кто откроет мне двери детского дома, чтобы я посмотрела, соблюдены ли права детей, граждан Украины? Поэтому возникают какие-то новые обстоятельства, которые никоим образом не урегулированы в международном праве. И мы очень активно работаем с тем, чтобы такой стандарт появился. Такой стандарт сегодня, ну, скажем так, как договоренность омбудсменов есть. Это называется Киевская декларация. В Киеве в прошлом году мы собрали представителей 18 институций, которые занимаются правами человека из разных стран, в том числе из Европы, из Америки, которые обсудили и договорились о том, что в случае, если будет аналогичная ситуация, мы будем действовать по определенному стандарту. Что должно быть обязательно взаимодействие омбудсменов. Вот в данной ситуации, которая касается Крыма, что будет взаимодействие между омбудсменом Украины и омбудсменом Российской Федерации. Что должна быть определенная защита и поддержка со стороны государственных органов, потому что Украина, несомненно, тоже заинтересована в том, чтобы я могла эффективно защищать интересы граждан Украины. Да, институт омбудсмена – институт независимый, но, тем не менее, государство в данной ситуации, мне кажется, должно оказать определенного рода поддержку. Кроме того, мы договорились о том, что омбудсмен, по идее, не должен нести ответственность даже за то, что он общается с, ну, скажем так, с представителями де-факто власти. Да, у нас есть на сегодняшний день запрет, например, да, который существует в государстве, на общение с представителями так называемой Донецкой Народной Республики либо Луганской Народной Республики. Но когда мы говорим о гуманитарных вопросах, когда мы говорим о защите интересов граждан Украины, можно ли ограничить омбудсмена в этом общении? Мне показалось, что нет. Я предложила это на обсуждение другим омбудсменам, и они согласились со мной в том плане, что это должен быть совсем другой подход к деятельности омбудсмена. И в случае, если это общение происходит с целью защиты прав человека, то в такой ситуации, конечно, никаких ограничений для омбудсмена быть не может. Но это теоретическая часть. А, кстати, вы, в общем-то, сами напросились на мой следующий вопрос, сказав о том, что вы бы могли въехать в Крым. Вот недавно Надежда Савченко получила достаточно серьезную волну критики за свою поездку на суд в Москву, где рассматривалась апелляция по делу Крупика и Клыха. Она, в общем-то, села и поехала, и в итоге там ее не пускали, потом пустили. И, если честно признаюсь, даже я ее за это критиковал, потому что, ну, мне показалось, что это нонсенс, да, когда бывший узник едет в эту страну, и как бы это и опасно, это с одной стороны, а с другой стороны, как бы это дает право России говорить о том, что вот какая свободная страна, у нас свободный суд, у нас все езжают и так далее. Но если вы можете, то почему вы не едете в Москву? Почему вы в Крым не ездили ни разу? Хотя бы попробовать. Ну, во-первых, в Крыму я была, думаю, что представителем Украины, одним из последних, который там был. Я была там 4 марта 2014 года
после этого уже состоялся референдум. И, собственно говоря, и по моему обращению в том числе, Конституционный суд Украины признал неконституционным тот референдум, который проводился в Крыму. Тогда было два обращения. И от спикера парламента, и от омбудсмена. Кроме того, понимаете, я не политик, в отличие от Надежды Савченко. Так тем более, что Да. вам мешает ездить Но, туда? Понимаете, к чему приводит, собственно говоря, участие в судебном заседании? Ведь это не участие активное. Это просто приезд для того, чтобы оказать политическую поддержку и оказать политическое давление на суд. Но я не политик, я не окажу такое политическое Я не поддержку. про политическое давление, я про Правильно. то, что привлечь внимание к процессу. Вот Савченко, опять же, и я ругал, и многие ругали, и говорили, что не надо было туда ездить, это и все такое прочее, да? Но, тем не менее, я сам это признал, и многие признали, что, несмотря на эту критику, внимание к процессу она привлекла. Если бы даже вы приехали туда, если бы вас пропустили на Чингаре, да, то есть это все равно было... Пусть вас никуда не пустили, пусть с вами никто, может быть, из местных вот этих вот оккупационных политиков не разговаривал, но вы бы хотя бы пришли как простой гражданин, и люди бы почувствовали вашу поддержку. Может быть, стоит попробовать это сделать? Вы знаете, я подумаю над этим, но даже если говорить о территории, подконтрольной на сегодняшний день Украине, я отправляю представителей омбудсмена в процессы, я сама участвую в процессах, только в качестве наблюдателя. И не более того. Я об этом и говорю. Но в качестве наблюдателя, да, возможно, я подумаю об этом, я вам обещаю. Возможно, это и было бы, скажем так, показателем поддержки со стороны государства. Но это ни в коей мере, к сожалению, не может повлиять на процесс. Причем не на тот процесс, который может быть любой на подконтрольной территории. Это может повлиять на то, что, скажем так, процесс будет происходить, если мы говорим о подконтрольной Украине территории, процесс будет происходить в большем соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины. Да. Но это участие украинского омбудсмена в украинском процессе. Да. Участие украинского омбудсмена на территории сегодняшнего Крыма, не знаю, насколько это повлечет за собой процессуальные последствия. Но с точки зрения поддержки, я обдумаю этот вопрос, и, наверное, может быть, я с вами и соглашусь. По крайней мере, мое мнение, что стоит попытаться это делать. И ездите в Москву на какие-то ключевые такие вещи, и даже в Грозный, у вас все-таки есть статус. Я не думаю, что вас тронут. Вот, и непропуск украинского омбудсмена – это страшный скандал международный, да. И в Крым, я думаю, тоже, что вас пустят. Еще речь идет не только… Ну, сейчас идет суд, вы знаете, по Чайгозу, да. Конечно. И сегодня, вы знаете, предъявили уже… Не предъявили обвинение, а там такой этап в качестве обвиняемого, привели в ранг обвиняемого, извините, Ильми Умерова. Сегодня был тоже суд. И, ну, во-первых, Ильми Умеров, он физически на свободе, не в тюрьме, да. Есть родственники Ахтема Чайгоза, его прекрасная жена, которая за нее очень переживает и так далее, публикует в Фейсбуке там что-то про это, да. Есть про суды. В курсе. Да, есть родственник, есть Айше Умерова, родственница, дочка Ильми Умерова. Есть Мавиледи Герминджи, сестра, ее мама и папа. Есть там огромное количество родных. И если вы просто приехали даже встретиться с ними, я думаю, тот пласт знаний, который у вас есть о ситуации в Крыму, он несколько расширился бы, потому что как ни следи отсюда, атмосферу-то не передашь. Это правда. Есть единственная проблема. Проблема, с которой столкнулись некоторые представители международных организаций, которым удалось приехать на территорию сегодняшнего Крыма. Ну вот, например, был отчет господина Шульмана относительно ситуации в Крыму. И у нас была информация, что сразу после того, как он уехал с территории Крыма, начались обыски и допросы тех людей, с которыми он встречался. Конечно. Поэтому возникает еще одна проблема морально-этического плана. Если я приду с просто человеческой поддержкой к семьям тех, кто сегодня и так страдает из-за того, что их родственники находятся под диким давлением со стороны де-факто властей Российской Федерации на территории Крыма, не создам ли я для них дополнительную проблему, когда они будут допрошены ФСБ на предмет беседы и встречи со мной? Ну, насколько я знаю, я думаю, что если, конечно, вы будете встречаться с какими-то людьми, безусловно, их потом ФСБ будут допрашивать. Но те люди, о которых я говорю, это люди, которым, в общем-то, терять нечего. Это их родственники сидят непонятно какой срок, будут сидеть, да.
Потом там есть семьи, там уже посчитали более 68, по-моему, детей в семьях, тех, кто нет отцов уже, да. Там создают правозащитная организация «Крымская солидарность». Я думаю, что, или как-то она еще там другая, я не помню просто название, но они общественные организации создают вокруг адвокатов, вокруг матерей, жен, людей, которые подвергаются репрессиям. Я думаю, что мы бы вам помогли устроить эту встречу. Я думаю, что люди, которые могут свою позицию открыто высказывать, которых и так вызывают на допрос ФСБ, они, безусловно, пришли бы с вами встретиться. Да и в суд бы, и к суду пришли. Люди к суду ходят, не боятся уж. Если они к суду ходят, не боятся защищать, то что им бояться разговаривать с представителем, тем более, вы же не политик. Как Нет. Нет, я это всякий раз подчеркиваю, я не политик. Ну, давайте организуем, попробуем Хорошо, давайте такую подумаем поездку. об этом. Хорошо. Да. Во всяческое содействие с нашей стороны, я вам гарантирую, обещаю. И я думаю, что многие люди, которые нас сейчас смотрят, у каждого крымско-татарина есть либо родственник, либо кто-то, кто так или иначе пострадал, по крайней мере, получат такой сигнал, что о них не забыли. Потому что вы знаете, что есть такое ощущение у многих. Что вы на это скажете? Я думаю, что, ну, по меньшей мере, в нашем офисе о них не забыли точно, и о них не забывают никогда ни на один день. И должна сказать, что даже ситуация с Ильми Умеровым, когда он был на психиатрической экспертизе, стала не просто предметом обсуждения в офисе, стала основанием для моего обращения к омбудсмену Российской Федерации. Я не знаю, мне сложно оценить в данной ситуации... Влияло ли это напрямую или нет? Да? По меньшей мере, мне омбудсмен Российской Федерации сказала, что это повлияло на то, что было принято достаточно быстро после ее вмешательства решение о том, чтобы освободить его из психиатрической клиники. Я очень хочу на это рассчитывать. Хочу рассчитывать хотя бы потому, что такое эффективное взаимодействие с омбудсменом – это залог того, что мы сможем хоть как-то помочь тем, кто остался, по сути дела, в По заложниках. крайней мере, вы сможете иметь о них информацию, хоть какую-то, да, может быть, искаженную, да, любую, но хоть какой-то канал связи, если другого нет, да, Да, кроме это адвокатов. И, кроме того, я опять не думаю, что в случае вашего приезда на суды вам будут чинить, если они будут чиниться препятствием, тогда уже все понятно. Тогда понятно, что они не хотят просто с вами иметь дело вообще. Вы знаете, дело в том, что одна из идей, которая всякий раз дискутируется, в том числе и правозащитниками, с представителями разных международных организаций, это сделать так, чтобы международные организации имели возможность приехать на территорию Крыма. Потому что это очень важно. Рассказать нынешнюю ситуацию, нынешний воздух показать, который существует в Крыму, показать представителям международных организаций. Потому что это лучший способ им объяснить, почему нужны санкции Ну, чтобы против напрямую, России. как бы, они транслировали это уже Именно. у себя там. Сами Конечно, они у себя. Конечно. Ну. Чтобы они сами это почувствовали и потом сами принимали решения и о санкциях, и о, скажем, лишении права голоса, как это было в парламентской ассамблее Совета Европы, там на временные меры и так далее. То есть было бы очень хорошо. Но, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день говорить о том, что международные организации могут приехать в Крым, мы не можем. Более того, я могу сказать, что даже в случае, если международные организации пытаются делать отчет о ситуации в Крыму из открытых источников, используя Facebook, используя публикации, как в нашей прессе, так и в прессе Российской Федерации, тем не менее, они подвергаются очень большой критике со стороны Российской Федерации. И я помню, что в прошлом году был очень неприятный случай, когда такой отчет Бюро по демократическим институциям правам человека и комиссара ОБСЕ по защите национальных меньшинств, который был достаточно негативен по отношению к Российской Федерации, этот отчет вызвал бурю негодования со стороны России. И практически он не был даже распространен достаточно широко. Ему просто не позволили распространиться. Это потому, что в ОБСЕ Россия присутствует и может блокировать какие-то вещи? Ну, Россия присутствует, как и Украина, в большинстве региональных организаций, которые работают, то есть и региональных, раз, Валерий, если он все-таки доклад вызвал негодование, значит, это был хороший доклад. Да, я и не спорю, это был хороший доклад. Потом был еще доклад Ягланы, который раскритиковали уже в Украине. Да. За то, что он был такой немножко и вашим, и нашим. Да. Да, он был достаточно... Мы его критиковали тоже вместе с общественными организациями, и даже было отправлено мое письмо с позицией и офиса омбудсмена, и общественных организаций относительно того, что доклад не отражает реальную ситуацию в Крыму сегодня.
Но любой человек, который приезжает в Крым, будь то даже журналист, он все равно реальную картину, наверное, не увидит, потому что ему будут подсовывать представители власти, всяких коллаборационистов и так далее. А люди, как вы правильно заметили, многие, не все, не те, но многие просто будут бояться говорить. Так ведь? Да, это совершенно естественно, особенно в нынешней ситуации в Крыму. Но задача представителя, генерального секретаря Совета Европы, была не в том, чтобы четко идти по программе, предложенной де-факто властью в Крыму. А задача была в том, чтобы генеральному секретарю открыть глаза и рассказать о том, что реально происходит в Крыму. Поэтому мы же с вами прекрасно понимаем. Я могу вам привести один такой очень типичный пример. Когда приезжаешь в колонию на мониторинг, тебе администрация колонии всякий раз предлагает экскурсионную программу. Вкусный суп, компот, вкусный суп, чистые камеры. Посетите нашу часовню, посетите нашу отремонтированную камеру и так далее. А ты им при этом говоришь, это все хорошо, обязательно в конце визита на сладкое, обязательно. Но сначала мы с вами посмотрим это и вот это. Если бы была такая позиция представителя генерального секретаря Совета Европы, и отчет был бы другой. Но он поддался на программу по разным причинам. Наверное, причина была в том, что это первый шаг, а второй будет какой-то другой. То есть они боялись, что в другой раз не пустят, грубо говоря? Может быть, не знаю. Но в данной ситуации мне ближе позиция комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужникса, который один раз смог приехать в Крым, смог увидеть реальную картинку и реально ее описать. После этого были очень большие проблемы с его визитом вообще на территорию Российской Федерации. После этого его пригласили, ему разрешили приехать на территорию России. Я не говорю сейчас о Крыме, на территорию России. Он попросил программу предварительную, но увидев программу, он сказал, что он не видит смысла в таком визите. Потому что программа лимитировала его общение с общественными организациями, с обычными людьми, с оппозиционными политиками, с людьми, которые имеют другую точку зрения на территории России. И он отменил свой визит на территорию Российской Федерации. И это тоже политический шаг. Это политический шаг, только он, конечно, правильный, важный, и он не такой достаточно яркий. Но, мне кажется, это как раз показатель того, что раз многие уже не отказываются ехать, или другие пишут осторожные доклады, боясь рассердить власти России и так далее, то это как раз говорит о том, что представители Украины должны брать на себя. Я не говорю, что только вы одна, да? Но в том числе и вы, и во многом вы. Но надо пробивать эту тогда стену самим. Вы знаете, сложность заключается в том, что я пока не вижу какой-то государственной стратегии, а как же мы будем возвращать Крым? Я тоже ее не вижу. К сожалению. Потому что и крымчанам было бы легче, если бы они понимали... Не представляете, как даже. Да. Если бы они понимали, что в будущем, пусть в необозримом, пусть далеком, но тем не менее в будущем видна перспектива. К сожалению, этой, скажем так, стратегии государственного отношения к Крыму на сегодняшний день нет. А она должна быть. И мне тоже тяжело. Тяжело потому, что, по большому счету, я тогда являюсь, собственно говоря, единственным проводником, который может для себя эту стратегию написать и самостоятельно потом ее и реализовывать. Но, к сожалению, омбудсмен не может заменить собой все органы власти Украины. Но у нас же так в стране. У нас люди, у которых есть инициатива, вне власти, во власти, они что-то сами делают, да, пытаются что-то сами делать. Если мы будем ждать стратегию возвращения Крыма, я боюсь, что пройдут долгие еще, я боюсь сказать слово месяцы, может и годы, поскольку обещают ее с прошлого года, еще с осени уже прям конкретно обещали, ничего нет, но хотя бы на узком участке, но он уже не узкий, по политзаключенным, что-то можно придумывать. И скажите, а вот насколько действенна вот эта группа, в которую входит, по-моему, Геннадий Афанасьев, еще кто-то по содействию освобождения заложников политзаключенных? Вы с ним сотрудничаете? Мы сотрудничаем с Геннадием Афанасьевым. Как сотрудничаем? Мы с ним знакомы и в том числе не лично, занимались я имею в виду его работой. Пока нет, пока у нас сотрудничество не налажено. Мы пока работаем в разных плоскостях. К сожалению, да. Я тут понимаю ваш взгляд, к сожалению. Во-первых, потому что, я вам честно скажу, я просто не успеваю следить за всеми инициативами, которые происходят в гражданском обществе. И в случае, если гражданское общество нуждается в помощи, нуждается в содействии такого института, как институт омбудсмена, пожалуйста, мои двери открыты всегда.
Но самостоятельно отслеживать каждую инициативу гражданского общества, честно скажу, сейчас уже нет ни времени, ни просто возможностей для офиса. Интересная ситуация. Значит, Министерство иностранных дел создает какую-то, по-моему, при МИДе все-таки создано. Или вместе с участием Если МИДа. вы имеете в виду эту Да. межведомственную группу, то да. в ней, конечно же, мы, конечно же, участвуем. Просто есть просто отдельные разные инициативы. Если мы говорим об этой инициативе Министерства иностранных дел, о том, что должна быть группа тех органов, которые заинтересованы в помощи и в возвращении на родину тех украинцев, которые оказались в заключении на территории Российской Федерации, то в эту группу, конечно же, мы входим и оказываем максимальное содействие всем участникам, в том числе и родственникам, которые обращаются. Мы таким образом познакомились, собственно говоря, и с мамой Геннадия Афанасьева. А вы познакомились с ней до того, как он был освобожден? До. Или после? До все-таки, да? Скажите, а вы знакомы с кем-то из родственников крымско-татарских политзаключенных? Нет, пока нет. Вы не говорите с ним по телефону никогда? Нет, пока ни нет. с женой К Рифата, сожалению, с вдовой нет. Рифата, Ришата Аметова, ни с кем вы не общались? Нет, к сожалению. Но, понимаете, в данной ситуации, опять же, мне достаточно сложно получить эти номера телефонов сейчас. Я вам могу их выдать. Спасибо, я буду искренне благодарна. Потому что, смотрите, что происходит. Вдова Ришата Аметова, у нее семья, дети. Это первый герой, который погиб за Украину при российской агрессии. Вы помните это? Я не знаю, честно говоря, почему ему до сих пор не присвоено название Героя Украины посмертно. Я обращаюсь, не знаю к кому, к властям, к президенту. Это очень странно, потому что человек был похищен, зверски замучен только за то, что он выступал за единство Украины. Сейчас сидят в тюрьмах люди за что? Только лишь за то, что они говорят, что Крым – это Украина. Как Ахтем Чайгоз, как, ну, не будем дальше перечислять. Этих имен все больше и больше, да? У них у всех есть родственники и дети. И я хочу сказать, я не знаю, конечно, вы не занимаетесь финансами. Я понимаю, что у вас финансов на это нет. Но, по-моему, вам не кажется странным, что никакая материальная помощь от украинского государства семьям политзаключенных не доставляется вообще? Хороший вопрос. Надо будет к нему еще раз обратиться, и, наверное, надо будет подумать об этом. Опять же, можем навредить, надо просчитать риски. Нет, я не думаю. Там же люди собирают деньги сами. Ну, кто сколько может. Ну, просто я знаю, что не хватает. Люди живут бедно. Ну, правда, бедно. И им очень тяжело собирать эти деньги. Я не знаю, кто у кого оплачивает адвокатов. Что-то мне подсказывает, что это делает тоже не украинское государство и не бюджет Украины. А вообще в бюджете Украины есть статья расходов на, допустим, хотя бы за защиту политических заключенных? Не уверена. Думаю, что нет. Возможно, есть сейчас у Министерства иностранных дел, поскольку уже это не первые процессы, и, возможно, какую-то помощь может оказать Министерство иностранных дел. Ну, они что-то делают. Я знаю, что они собирали, но это опять экстренные какие-то вещи. Да. То есть нет системы. Я сейчас говорю про Крым, но, наверное, это касается и Донбасса тоже. И у тех людей тоже есть родственники, которые находятся где-то. Они живут без кормильцев, они живут кое-как. Им не оказывают помощь и государство. И еще более цинично, вот, вы же декларации это знаете, да, читали, да? Вот я так думаю, что ну, есть, во-первых, госбюджет, да? Во-вторых, есть люди, очевидно, очень богатые. Нельзя ли выступить инициатором создания некого фонда, так как вы занимаетесь, собственно, что вам терять? Вы занимаетесь защитой прав человека. Вот эти люди. Соберитесь, скиньтесь, извините, с ваших огромных доходов по 10 тысяч долларов, по 5 тысяч долларов, по 100 тысяч долларов, по сколько угодно. Дайте этим людям платить. Я знаю, что родственники КРПК и Клыха тоже оплачивают практически все расходы сами, а это суд Грозный, это черти где. Да? В Крыму все расходы разные там берут либо организации, либо в основном платят сами люди. Но неужели... Ну, если вы говорите о надежде, ну, первая надежда – это когда твое государство тебе помогает в самый трудный момент. Может быть, стоит создать такой, ну, предложить, по крайней мере, вам, как человеку, занимающемуся правами человека, создать такой пул спонсоров этого процесса и начать собирать у него деньги, хотя бы оплачивать адвокатов или помогать семьям, где многодетные семьи и дети без отцов находятся сейчас. Идея очень хорошая. Единственное, что я категорически против того, чтобы это было под эгидой офиса омбудсмена. Мы все-таки бюджетная институция. Абсолютно. Я не предлагаю вам расходовать эти деньги. Да, а вот я думаю, что платформу из правозащитных организаций, которые бы в том числе и были распорядителями такого благотворительного фонда, я думаю, что можно было бы создать, ну, при условии, что те
люди, которые готовы и которые имеют соответствующие средства, что они готовы будут их потратить на такую защиту. Но я надеюсь, что такая идея могла бы иметь право на существование. И я думаю, что это мы обсудим в ближайшее время с представителями общественных организаций, с нашими партнерами, например, с Центром гражданских свобод, одна из наиболее успешных организаций в этой сфере, с Крымской правозащитной миссией. Я думаю, что вполне. Ну что ж, наша программа подходит к концу. У нас в гостях была уполномоченная по правам человека при Верховной Раде Украины, омбудсмен Украины, по сути, можете коротко так можно сказать, Валерия Лутковская. Спасибо, Валерия, за то, что пришли, ответили на вопросы. Но мне кажется, вопросов еще больше осталось много. и нерешенных. И я все-таки надеюсь на то, что разговор наш прошел не зря, и что что-то сдвинется, и что вы будете неким локомотивом в этом процессе. Я очень вам благодарна за некоторые идеи. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго, до свидания, до встречи в следующую среду в это же время на телеканале АТР.